Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. В последнее время часто звучат мнения о том, что 21 век будет тюркским веком. Следует отметить, что процессы, наметившиеся в тюркской географии в первой четверти 21 века, предполагают углубление интеграции в этом пространстве, соединяющем торговые коридоры восток-запад и север-юг и способствующим глобальной экономической стабильности. Успешная реализация этих планов превратит Тюркский союз в одну из самых влиятельных сил мира, более того, в один из ведущих центров силы. Все это нашло свое отражение в концепции видения тюркского мира 2040, принятой на 8-м саммите Тюркского совета еще 12 ноября 2021 года в Стамбуле. 9 апреля в Азербайджанской дипломатической академии с участием президента Ильхама Алиева состоялся международный форум на тему «К новому миропорядку». Политический форум АДА проводится уже 7-й год подряд. Более того, учитывая его актуальность, были годы, когда он организовывался дважды. Для участия в работе одного из важнейших мероприятий региона в Азербайджан прибыли более 80 международных экспертов и представители аналитических центров из более чем 40 стран мира. На форуме глава государства, отвечая на вопросы гостей, определил стратегические ориентиры внешнеполитической деятельности страны и приоритеты государственной политики в меняющейся системе международных отношений. Президент особо остановился на перспективах дальнейшего развития организации тюркских государств. Заявив о постоянной поддержке Азербайджаном сотрудничества между странами тюркского мира, Ильхам Алиев подчеркнул, что основными факторами объединения входящих в структуру государств являются историко-этнические корни, языковое сходство, культура и традиции. Relations between the countries of Turkish world are extremely important for us. Отношения между странами тюркского мира чрезвычайно важны для нас. Для нас это один из главных приоритетов внешней политики. Нас объединяют история, этнические корни, языковое сходство, культура, традиции. И мы хотим видеть организацию более консолидированной и более ориентированной на результат. С этой целью Азербайджан делает все возможное. Что касается взаимодействия между государствами-членами, я думаю, что тут у нас очень хорошая атмосфера. Я внимательно слежу за двусторонними отношениями между государствами-членами и вижу, что у нас нет никаких разногласий как на двустороннем, так и на многостороннем уровне. Но в то же время я думаю, что усилий, которые мы все демонстрируем, недостаточно в сегодняшнем быстро меняющемся мире. Тема форума действительно показывает, что мы не должны опоздать и не должны упустить эту возможность в превращении нашей организации в важного мирового игрока. Для этого есть большой потенциал, обширная география, человеческие ресурсы, природные богатства, транспортные пути, и эта организация основана на этнических корнях. And this organization is based on ethnic roots. Организация тюркских государств за короткий срок сыграла важную роль в укреплении отношений и углублении регионального сотрудничества между странами, входящими в эту структуру, и странами-наблюдателями. Сегодня ОТГ, благодаря дальновидной политике лидеров тюркских государств, взаимному доверию и поддержке, усиливает свое влияние в системе международных отношений. Обратимся к истории создания Организации тюркских государств. В октябре 2009 года президентами Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции было подписано Нахчиванское соглашение об учреждении Совета сотрудничества тюркоязычных государств, он же Тюркский совет. Основные цели и задачи этой структуры определены Нахчиванским соглашением и заключаются в следующем: укрепление взаимного доверия между сторонами, выработка общих позиций по вопросам внешней политики, координация действий в борьбе с международным терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом и транснациональной преступностью, создание благоприятных условий для торговли и инвестиций, расширение взаимодействия в области науки, технологий, образования и культуры, а также целый ряд прочих направлений. На 8-м саммите лидеров Тюркского совета, проходившем в ноябре 2021 года в Стамбуле, Тюркский совет был официально переименован в Организацию тюркских государств – ОТГ. На этом саммите президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву был вручен высший орден тюркского мира за выдающийся вклад в укрепление единства тюркского мира и роль в освобождении оккупированного Карабаха. Символично, что все тюркские страны выразили таким образом солидарность с братским народом Азербайджана, разделив с ним радость от победы во Второй Карабахской войне.
Роль и значение Организации тюркских государств в современном мире сложно переоценить в условиях геополитической, геоэкономической турбулентности, которая сегодня наблюдается на планете. Тюркские государства демонстрируют устойчивость, прогнозируемость во взаимоотношениях друг с другом. Это связано с пониманием общих проблем и, естественно, такой прочной основой, если хотите, идеологической основой, которая цементирует сотрудничество тюркских государств. Прежде всего, следует отметить, что тюркские государства – это родственные государства, родственные народы, и диалог между ними развивался на протяжении веков. Сегодня в новых условиях они строят отношения как независимые государства, в то же время строят эти отношения на той прочной основе, которая закладывалась веками. И здесь исключительная роль принадлежит Азербайджану. Азербайджан является своеобразным коммуницирующим звеном между государствами тюркского мира. Как известно, Каспийское море географически разделяет тюркский мир или страны тюркской группы на две части. Западную, где расположены Азербайджан и Турция, и восточную, где расположены центральноазиатские государства. И в данном случае Азербайджан, находясь на берегах Каспийского моря, является таким важным транспортным маршрутом, узловым маршрутом, который фактически цементирует это сотрудничество. За короткое время Организация тюркских государств прошла большой путь в своем развитии. Сегодня она играет важнейшую роль в развитии региональной связи через многосторонние договоры и инвестиции в транспортную инфраструктуру. На фоне меняющейся геополитической ситуации и повышения потребностей мировой торговли Организация тюркских государств стала инициатором проекта «Средний коридор», исходя из важности этого маршрута для мировой торговли. Страны ОТГ работают над развитием безопасных, эффективных и конкурентоспособных транспортных коридоров с учетом влияния различных санкций, а также фактора нестабильности на традиционных транзитных маршрутах. В рамках ОТГ тюркоязычные страны поддерживают отношения на самом высоком уровне, что уже привело к благоприятным результатам. 6 июля 2024 года в городе Шуша по инициативе Азербайджана состоялся неформальный саммит Организации тюркских государств на тему построения устойчивого будущего посредством транспорта, взаимосвязи и климатических действий. В подписанной на саммите Карабахской декларации подчеркивается важность консенсуса и дальнейшей оптимизации, цифровизации и развития зеленого энергетического коридора. Основные усилия направляются на повышение эффективности трансграничных перевозок и создание благоприятных условий для стимулирования трансконтинентальных потоков контейнерных перевозок. В данном аспекте стоит также рассмотреть железнодорожный маршрут Баку-Тбилиси-Карс. Эта транспортная линия имеет очень большое значение и приносит огромную пользу как для стран региона, так и для более широкой географии, особенно в аспекте объединения тюркского мира. Азербайджан с его стратегическим положением, богатством природных ресурсов и современными инфраструктурными проектами является основной движущей силой Транскаспийского международного транспортного пути, более известного как Средний коридор, который соединяет Восток и Запад, существенно увеличивая торговый потенциал и объем инвестиций в страны региона. Сегодня этим маршрутом, называемым также «железным шелковым путем», пользуются Китай, страны Центральной Азии и Европы, что является важным шагом на пути к глобальной интеграции и развитию. Растет роль Азербайджана также в проекте Транскаспийского транспортного маршрута о шире Срединного коридора. Дело в том, что здесь также Азербайджан является важным коммуницирующим звеном между центральноазиатскими государствами и странами Передней Азии и Восточной Европы. И, естественно, значительная роль в реализации этого маршрута отводится тем проектам, которые реализуются на территории Азербайджана. Расширение пропускной способности порта Алят, расширение пропускной способности Баку-Тбилиси-Карс является составным условием для реализации, для развития Транскаспийского маршрута, а также Срединного коридора. Следует также отметить, что Азербайджан инициирует реализацию новых транспортных проектов в своей географии, что способствует вовлечению большего числа государств в транспортную стратегию Азербайджана и в целом транспортную стратегию Организации тюркских государств.
О вкладе Азербайджана в развитие организации тюркских государств заявил генеральный секретарь этой структуры Кубанычбек Омуралиев в кулуарах 4-го Анталийского дипломатического форума, прошедшего в Турции с 11 по 13 апреля. Азербайджан является не только основателем, но и очень активным членом нашей организации. Мы, как одна большая семья, всегда были, есть и будем вместе. В этом году, в мае, нас ждет неформальный саммит в Будапеште, а 3-й саммит пройдет в Баку, в Азербайджане. Говоря об Анталийском дипломатическом форуме, следует отметить, что по мере увеличения количества участников и охвата обсуждаемых вопросов, форум становится одной из значимых платформ в мире. В работе 4-го Анталийского дипломатического форума участвовало более 20 глав государств и правительств, а также свыше 4000 гостей. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в работе форума, на полях которого провел важные дипломатические встречи с лидерами Турции и Турецкой Республики Северного Кипра. В ходе беседы с президентом ТРСК Эрсином Татаром президент Азербайджана коснулся вступления Турецкой Республики Северного Кипра в Организацию тюркских государств в качестве наблюдателя. Эрсин Татар выразил главе нашего государства признательность за активность Баку в получении ТРСК статуса наблюдателя в ОТГ. В рамках 4-го Анталийского дипломатического форума прошло панельное заседание под названием «Организация тюркских государств. Уникальная модель сотрудничества», на котором обсуждалось превращение организации в важнейшую платформу сотрудничества для тюркского мира в таких областях, как торговля, энергетика, финансы, коммуникации, туризм, образование и культура. Было отмечено, что сегодня организация является полноправной международной структурой, которая проявляет твердую политическую решимость для углубления взаимодействия, основанного на общей идентичности и региональных интересах. Принимая причастность к великому тюркскому миру как важнейшую историческую данность, Азербайджан воспринимает организацию тюркских государств как родную семью. Общие корни и взаимопонимание объединяют страну ОТГ, где братство является основой сотрудничества. Об этом заявил президент Ильхам Алиев в своей инаугурационной речи 14 февраля 2024 года. Наша семья – тюркский мир. Мы прекрасно чувствуем себя. У нас братские отношения со всеми странами-членами Организации тюркских государств. И наша политика – усиливать Организацию тюркских государств. Это большая география, большая территория, большая военная сила, большая экономика, природные ресурсы, транспортные пути, молодое население, растущее население. И мы – народы одного рода, одних корней. Может ли быть единство сильнее этого? Конечно же нет. Мы должны общими усилиями сделать так, чтобы Организация тюркских государств превратилась в важного актора и центр силы на глобальной арене. Этого мы можем добиться только вместе. Ve güç merkezine çevrilsin. Buna biz ancak birlikte nail olabiliriz. Происходящие в современном мире геополитические процессы показывают, что на новом историческом этапе, который знаменует собой 21 век, тюркские страны вновь будут играть важнейшую роль. Основываясь на историческом анализе, можно утверждать, что это создаст новые возможности для всего мира. В этом контексте 21 век становится тюркским веком, в котором тюркский мир начинает писать свою собственную историю. И эта история будет теснейшим образом переплетаться с ведущими мировыми державами и международными центрами, их интересами и целями. Что касается конкретно Азербайджана, то заключенные декларации о стратегическом партнерстве с целым рядом стран создали прочную основу, благодаря которой наша страна играет ключевую роль как географический, политический, экономический и транспортный мост между регионом Центральной Азии и Европой. В столице Казахстана прошел второй Центральноазиатский медиафорум. Мероприятие собрало более 700 участников, включая политиков, журналистов, руководителей медиакомпаний, представителей международных организаций и авторитетных экспертов из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана, а также из других стран – Великобритании, Китая, Катара, России и других.
Цель форума – укрепление сотрудничества между медиа Центральной Азии и международными партнерами, обсуждение влияния цифровой трансформации на региональное информационное пространство, а также глобальных вызовов, таких как изменение климата и геополитическая нестабильность. Форум открыла рабочая встреча министров информации стран Центральной Азии. В числе спикеров министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева, представители профильных ведомств Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, а также руководители ключевых медиаструктур региона. Гуманитарное сотрудничество в Центральной Азии выходит на новый уровень. Реализуются совместные медиапроекты, проводятся дни культуры, расширяется объем трансляций каналов, развиваются креативные индустрии и усиливается борьба с дезинформацией. Казахстан поддержал идею создания общего центральноазиатского телеканала и подготовки телепроектов, информирующих о потенциале региона, дружбе и единстве народов. Так, в настоящее время страны Центральной Азии рассматривают возможность запуска совместного телеканала и региональной медиаплатформы. Также на форуме были обсуждены различные совместные проекты, в их числе создание Академии журналистики Центральной Азии, развитие креативных индустрий, учреждение региональной премии в области журналистики, запуск новых телепроектов и расширение присутствия контента стран региона на международных медийных площадках. К примеру, стороны договорились выставить единый бренд Central Asia на самой популярной выставке телепродукции MIPCOM осенью текущего года. Сотрудничество между нашими странами в области медиа может значительно ускорить рост и развитие этой сферы. Консолидация информационного пространства – это задача, которую ни одна страна не сможет выполнить в одиночку. Глобальные вызовы требуют коллективных действий. Медийная дипломатия может способствовать солидарности через трансграничные проекты, совместные исследования и культурные обмены. Как отметили спикеры, в современных геополитических условиях медиасреда стремительно меняется, оказывая существенное влияние на общественное мнение, формируя политическую повестку и играя ключевую роль в управлении социально-политическими процессами. Особое внимание участниками форума также было уделено цифровой трансформации медиа в эпоху искусственного интеллекта и больших данных, а также роли социальных сетей в продвижении имиджа страны. Здравствуйте, меня зовут Айгерим Кали. Я представляю информационное агентство toppress.kz. Конечно же, инициатива о создании единого телевидения и вообще единого информационного пространства между, во-первых, тюркоязычными странами, да, во-вторых, странами Центральной Азии и вообще сопредельных государств. Я считаю, что это вообще глобальная, очень хорошая идея и инициатива. Во-первых, для того, чтобы мы могли понимать, что происходит в других странах, какая там повестка, да, какие там, возможно, какие-то проблемы или наоборот, да, какое-то культурное, экономическое развитие. Во-вторых, мы можем обмениваться опытом, да, допустим, те же журналисты, те же блогеры, инфлюенсеры тоже могут обмениваться опытом, помогать друг другу, да, информировать друг друга. И действительно, сейчас современный мир, границ нет. Вот я также считаю, что и нет границ в информационном мире. Бибикуль Куламан, член оргкомитета медиафорума. По поводу мероприятия, которое вчера состоялось, каковы итоги, если подвести, чего удалось достичь и какие планы на будущее? 16-17 апреля в городе Астана проходил Центральноазиатский медиафорум уже второй раз. Форум на своей площадке собрал около 1000 участников. Из спикеров были у нас наши медиаспециалисты из стран Центральной Азии, а также из ближнего и дальнего зарубежья. Общее количество спикеров было больше 30. Все профессионалы своего дела, все являются медиаэкспертами и опытными журналистами. Очень было много предложений и тем для обсуждения. Основные темы обсуждения это были искусственный интеллект в медиасфере, трансформация медиасферы именно в эпоху цифровизации и искусственного интеллекта. Также была большая нетворкинг-сессия с участием представителей СМИ, традиционного СМИ Центральной Азии и ближайшего зарубежья. Коллеги обменивались опытом, также были предложены очень много предложений. Как отметила министр Республики Казахстан информации и культуры Аида Галымовна Балаева, есть предложение открытия Международной академии журналистики для стран Центральной Азии, для журналистов именно. Воспринялась эта новость очень хорошо.
После освобождения территории Агдама, Физули и Ходжавенда от оккупации было обнаружено, что ряд объектов культурного наследия подверглись актам вандализма. В настоящее время под руководством Верховного Главнокомандующего продолжается процесс реставрации и восстановления этих культурно-исторических памятников. Текущий процесс реконструкции охватывает Агдам, Ходжавенд и Физули и реализуется по плану, состоящему из 5 этапов. Первый этап – это генеральное планирование и проектирование. Мы уже подготовили генпланы всех основных городов и региональных центров. После этого мы точно определим места расположения важных объектов на этих территориях. Как вам известно, в соответствии с указом, подписанным господином президентом, разработан план мероприятий в городе Шуша, культурной столице исламского мира. Одно из таких мероприятий – это первый форум исламского мира. В рамках данного форума представители дипломатического корпуса, международных организаций и эксперты обсудят тему культурного возрождения в постконфликтный период. В то же время будут обсуждаться вопросы применения международных защитных механизмов на практике. Мавзолей Шахи-Зинда – шедевр средневековой архитектуры в Центральной Азии. Расположен в городе Самарканд в Узбекистане. В комплекс входят мавзолеи с древними захоронениями и несколько культовых зданий. Здесь захоронен кузен пророка Мухаммеда, в честь которого и появилось такое название, в переулок Живой Царь. По легенде, несмотря на то, что Кусама ибн Аббаса обезглавили за веру, голова его по сей день жива и лежит на дне колодца. Ансамбль мавзолея делится на 3 части, соединенные между собой арочными проходами. Сооружения строились на протяжении почти многих веков, с XI по XIX век. В дошедшем до нас комплексе 11 мавзолеев, принадлежавших самаркандской знати. Самое новое сооружение – входной портал, а центром всего комплекса, конечно же, считается мавзолей Кусама ибн Аббаса вместе с мечетью XVI века строительства. Sağ olun. Хамракул Каюмов, научным сотрудником от ансамбля Шахи-Зинда. А Шахи-Зинда в переводе как переводится? Шахи-Зинда испокон веков славится с таким названием, но это историческая личность. Он является двоюродным братом пророка Мухаммеда. Явился он после смерти нашего пророка Мухаммеда проповедовать религию ислам на территории Центральной Азии. Как история доказывает, что до появления религии ислам здесь существовала религия зороастризм, огнепоклонничество. И между ними, когда были большие сражения, он, получив сильные ранения, погиб здесь за веру шахид. Но как человек погиб за веру шахид, по обычаю мусульман этот смерть считается святым, и стали его называть на персидском языке шахид зинда, а перевод она означает живой царь. Да, да. Даже подтверждение имеется из суры Корана, которая была написана прямо в его надгробиях. Не считая тех мертвым, который погиб человек во имя Аллаха, нет, они всегда живы. Здесь воины похоронены или близкие родственники пророка? И здесь захоронены самые известные святые. Самые известные военачальники Великого Тимура. Можете назвать несколько из них? Пожалуйста. И здесь есть военачальник Тимура, Эмир Хусейн, Эмир Зада. И есть тут сильный его полководец, который считал его действительным ведением боя. Он и стал примером всем своим военачальникам Эмир Бурундук. И тут захоронены его любимые близкие сестра Ширимбека, женщины, и сестра. И тут есть разные. И есть мужчины, и есть женщины. Кто заслуживал именно при жизни Тимура, кто-то именно при построении архитекторы, кто именно ведение боя, кто именно
распространения ислама, они были захоронены на этом славном, чудесном святом кладбище. Сколько лет существует это место? Это существует уже, Кусам ибн Аббас вот пришел сюда, о нем вот история существует 1400 лет, но как вокруг него возник исторические сооружения, известные святые, и военачальники, и другие вот именно родственники великого Тимура, это почти где-то 600-700 лет. А с кем воевали это воины, начальники? Это вот именно знатные полководцы, они воевали именно монголами. Когда вот на территории Центральной Азии был поход Чингисхана в 1219 году. И поэтому вот как победив над теми вот Тимур, именно близкими и сыновьями, который считался Чингисхана, и Тимур стал в конце 1370 года бессменным правителем вот Центральной Азии. Тогда она называлась Мамураннахр. А скажите, после вот она сохранена как есть или была уже реставрация здесь? Ну, как человек нуждается именно в ухаживании, и так и памятники из старины, они прошло уже время, когда период атеистического воспитания бывшего Советского Союза, когда она видели на мизерные такие вот суммы для ведения как бы консервации или реставрационной работы. Но благодаря уже после независимости и нашего первого президента, и нынешнего, она была уделена большое внимание. И из фундамента до купольной части идет научная исследовательская работа, и по ходу где-то необходимо производится реставрация, а где-то консервация. Но лучше всего, вот позавчера явилось именно представители ЮНЕСКО, 250 человек, для того, чтобы вот посмотреть, в каких условиях ведется реставрация и консервация. Она сегодня нужна ли или нет, но они восхищались, даже посмотря ту работу, которая проделана профессиональными мастерами именно в Шахизинде. Как раз я это хотел спросить. Туристы основные каких стран приезжают? Но в день сколько, например? Год сколько? Если вот сейчас именно в этот период, как наш нынешний президент дал такой указ об внутреннего туризма и об отмене некоторых вот именно документов, которые они перед тем, чтобы приехать сюда, им понадобилось для того, чтобы подготовить вот такие вот именно относящие документы для посещения Узбекистана. Вот сегодня отмен, но с открытой душой. И со всех концов мира, можно сказать, люди как приходят на свадьбу. И вот торжества вчера, вот, это стали все очевидцами, как был открытый музыковедческий симпозиум на площади Регистан с участием нашего президента. И даже он хвалил, и даже он был так рад, что такого страна редко видит во всем мире, где каждый день свадьба и каждый день какие-то торжества, и в этом как бы... Есть куда водить. Да, да. А, кстати, я вот это хотела спросить. Вот мы сегодня на Самарканде находимся, вот такое это место. А еще в Самарканде какие места можно назвать, которые достопримечательностью считаете Самаркандом? Ну, в Самарканде считают каждый шаг, каждый вот именно сантиметр, миллиметр земля, это связано именно с историческими святыми. И поэтому здесь перечислять, что пока знают наши туристы и другие вот гости, которые для посещения, это мавзолей Тимура, Регистан, Бибиханым, и обсерватория Улугбека, Рухабад, рядом имеется святыня Хаджа Ахраури Вали, Надыр Диванбеги, Аксарай, и обсерватория Улугбека, есть святыня Хаджи Даниэля, и есть вот на этом большом территории музей под открытием неба, то, что найдено на исторической части нашего города, который Самарканд берет свои первые истоки появления, это древние городища Афрасия. И святыня Хазрата Хизрата, Нуруддин Басир, Максум Аулия, и святыня нашего покойного первого президента. Заслуженно человек, который, ну, ради таких вот людей, которые живут, искренне болеет об тех вот
наследие, которое оставили наши великие вот правители, они сохранили, они передали и передают на будущее поколение. Хотим через наш канал, через нашу передачу, что хотели сказать посетителям Самарканда? Посетителям Самарканда только я могу сказать добро пожаловать. Но ни в каком стране ночью люди не гуляют, не посещают исторические места. Но наше правительство создало им условия. У нас день, ночь как бы друг с другом связано. И можно ночью тоже походить, посмотреть. Для них организован как бы специальные группы из внутренних дел и отвечает на каждый вот шаг нашего посетителя. И поэтому безопасность человека, она гарантирована, но как бы такого чудесного города, сказочного города не видит ни в каком вот стране. Поэтому я пожелал бы на другим вот именно нациям, народностям, вы, которые передаете другие вот именно каналах во всем мире, чтобы хотелось бы и там тоже был мир и покой. Человек для этого создан. Пока они живы, пусть посмотрят, восхищает, передают эти вот свои произведения искусства для того, чтобы обогащать Спасибо вам. Другие нации и народности своими достопримечательностью. Спасибо вам огромное. Удачи, удачи, удачи. Еще раз скажу спасибо вам, что здесь есть и влияние нашего азербайджанского мастера. Как с Азербайджана приезжает тут в Самарканд, я обычно их вожу в Самарканд, именно Шахизинда, вот восьмигранник. Но спасибо архитекторам, он умный. Он построил такое величайшее сооружение, как 8 открытыми воротами рая, чтобы доступно было каждому, который сюда зайдут, один из славных ворот рая. А над ним написано хадис нашего пророка Мухаммеда: «Рай у подножия наших любимых матерей». Из Ташкента туда направляется любой транспорт. Время в пути на автобусе или поезде – около 4 часов. Также в Самарканде есть свой международный аэропорт, от которого до центра города 8 километров. Cahan mülkide peyda işuh perizat Saldı anı işki başıma külfet-i sevda Kılgıl ana feryat Bilmem nesbet Adem idin nazlı feride Küzleri şahla Kıldın beni bir bakşine hüsnüne şeyde Гости из Кыргызстана смогли отведать лучшие сорта райского плода инжир в садах Махали, Боги-Балан, Самарканда. Руководитель фермерского хозяйства провел экскурсию по инжировому саду, рассказывая о его уникальной многовековой истории и особом уходе за райскими плодами. Инжировый сад расположен у подножья возвышенности Чупаната в 3 километрах от города Самарканд. Здесь на 40 гектарах высажено более 10 тысяч фиговых деревьев. Каждый из них дает в среднем по 50 килограммов урожая. Урожайность в сезон составляет около 180 тонн полезной смоковницы. Вы слышали о садах Амира Тимура, которыми был опоясан Самарканд, начинает рассказывать руководитель фермерского хозяйства Боги-Баланд Анджир Лари Рустам Муинов. Сохранился только один из них – Боги-Баланд, что означает «сад, расположенный на возвышенности». Сад был основан полководцем еще в XIV веке. Место было выбрано не случайно. Амир Тимур привез деревья инжира из Малой Азии, с учетом климатических условий местности высадил их именно здесь. По мнению специалистов, целый день камни Чупанаты нагреваются под
палящим солнцем, а вечером отдает свое тепло инжировым деревьям. Поэтому инжир созревает на 10 дней раньше на тех участках, которые расположены ближе к холму. Более 6 веков они украшают не только этот сад, но и весь Самарканд. Был период, когда площадь инжировых плантаций превышала 40 гектаров, но со временем часть территории была передана для возведения автовокзала, были построены разные объекты. Когда-то за инжировым садом ухаживал дед Рустама, а затем отец. Сейчас их дело продолжает Рустам Муминов. В этом ему помогают 65 рабочих и семья. В разговоре с нами опытный фермер рассказал об особом уходе за фиговым деревом и потом всех угостил золотистыми и сладкими плодами. Bunca kızarmasa yüzün şirinim Şirinim, şirinim Bunca kızarmasa yüzün şirinim Sümbüle can sümbüle Sen benim halim sora Sümbüle can sümbüle Sen benim halim sora Halim zabun eylegen Uşal seyramın bilen Halim zabun eylegen. Здесь мы встретили туристов, артистов из Южной Кореи, и они для наших телезрителей спели корейскую песню. 다른 말고 명랑한데 고향 생각 절로 난다 어디야 디야 전통에다 돛을 달고 원콩이만 들어온다 어기야 디야 어기야 차 뱃놀이가 난다. Yüzlerin karamıdı, mavi müdü ciranım Dilginem yaramıdı, yamim müdü heyranım Gözlerin karamıdı, mavi müdü ciranım Dilginem yaramıdı, yamim müdü heyranım Salam Kırgızistan.
Salam Kore. Salam Özbekistan. Salam Samarkand. Salam Samarkand.